Ситуации, которые поразили таджиков, не укладывается в голове, что это все могло произойти за такое короткое время. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Душанбе 3 мая 14:51 по местному времени произошло землетрясение. Сообщили в геофизической службе. Эпицентр землетрясения находился в 285 километрах юго-восточнее от города Душанбе на территории Афганистана. Интенсивность толчков в эпицентре составила 4 балла. В Душанбе ощущались толчки силой 2-3 балла. Информация о жертвах и разрушениях, к счастью, не поступала. Ранее сообщалось, что за первый квартал текущего года в стране было зафиксировано 18 землетрясений. А вы на себе ощутили? А вечером 2 мая в селе Холматов Шахритузского района Хатлонской области скончались 4 человека. По предварительным данным, в результате пищевого отравления. Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям, в результате приема пищи отравились 9 членов 2 семей. 4 скончались. Еще 5 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении районной больницы. Ведется расследование происшествия, сообщает КЧС. Другие подробности в сообщении КЧС не приводится. Напомним, в конце апреля в селе Некнот города Пинджикент после употребления консервированных овощей скончались 2 детей 9 и 12 лет. Оба ребенка были членами одной семьи. Их 52-летняя мать и третий 13-летний ребенок семьи были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в больнице скончалась и мать семейства. Семья отравилась консервированными помидорами, однако была ли это домашняя закрутка или купленная в магазине, не сообщалось. Но это не последняя шокирующая новость, которая облетела буквально всю страну. Прокурор Денгаринского района возбудил уголовное дело по статье «Невыполнение обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего» в отношении женщины, которая избивала свою малолетнюю дочь. Как сообщает пресс-центр Генпрокуратуры, женщиной, избившей своего ребенка и снявшей это на видео, оказалась Халиса Шоева, жительница Денгаринского района Хатлонской области. В 2020 году она вступила в брак с Сайфидином Алиевым, жителем города Гулистон Сагдийской области. В сентябре 2021 года у них родилась дочь. По данным пресс-центра, 25 апреля 2023 года между супругами произошел конфликт, и Халиса Шоева, взяв с собой 2-летнюю дочку, ушла из дома. В маршрутном такси в городе Худжант она избила свою дочь и сняла это на камеру своего телефона. Затем этот ролик она через мессенджер отправила супругу. Алиев после просмотра видео распространил его в соцсетях, сообщает Генпрокуратура. В результате в отношении матери возбудили уголовное дело. Между тем, Шоева в телефонном разговоре сказала, что ударила ребенка, потому что он капризничал. Когда ребенок начал капризничать, я занервничала и ударила его. «И что с того?» – сказала Халиса Шоева в телефонном разговоре. При этом она не скрывала, что является своего рода посланием ее мужу, Сайфидину Алиеву. «Я ударила ребенка и сказала, что буду бить. Какое тебе дело? Это уже не твой ребенок, он мой ребенок. Я его мать, и я имею право воспитывать его как хочу», – добавила она. По данным, Халиса Шоева и Сайфидин Алиев расстались год назад после рождения ребенка. В свою очередь, Сайфидин Алиев сообщил, что такое сообщение с избиением дочки от бывшей жены получает не в первый раз. Он сказал, что с этим видео он пришел к тем, кто на законных основаниях забрал у него ребенка и отдал жене. «Я пошел в отдел защиты детей города Гулистон и показал видео. Они обещали, что в этот раз доведут вопрос до Душанбе и не оставят его без ответа», — сказал он. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, лучше уже отдать ребенка отцу? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.